4 варианта есть для того, чтобы совершить хадж. В первую очередь это ифрад. Ифрад, когда отдельно человек вступает в хадж, завершает хадж, после этого, после завершения хаджа, в этот же год совершает умра, вот это считается ифрад. Потом идет мутаматти, то есть таматту говорят у нас. Это когда человек с первого вступает в малый хадж, то есть умра. После завершения умра он освобождается от всех тех запретов, которые у него были, а потом уже совершает хадж в этот же год. Это считается таматту. Почему? Таматту это как бы наслаждение, вот так переводится это слово. Ифрад это отделение друг от друга, потому что он хадж и умра друг по отдельности совершил. А таматту это наслаждение называется, этот вариант, потому что человек, который совершил умра, он наслаждается, скажем так, зимними благами до совершения хаджа. Человек имеет право в этот период, значит, купаться, расчесываться, одевать любую одежду после завершения умра до хаджа, до вступления в хадж. Также, если он с хозяйкой поехал, иметь близость со своей хозяйкой тоже, значит, вот эти все запреты хаджа с него снимаются, а потом он уже прямо например, в городе Мекке, где он живет, именно вот там намерение сделать и вступает в хадж. Но в этом варианте, конечно, он как бы за наслаждение надо платить, получается, он, значит, отдает, приносит в жертву барашку. Потом идет третьим киран. Киран это, конечно, когда человек совершает намерение на хадж и умра одновременно. Он сразу вступает в хадж и умра, то есть он совершает только хадж. Это не означает, что те обряды, которые он должен делать, по 2 раза надо ему делать. Нет, он один хадж сделает, но сразу ему засчитывается и умра тоже. Поэтому этот вариант называется киран. Люди скажут, вот почему так, какая польза в этом? Например, вот этот вариант особо важен бывает женщинам, которые, например, после совершения хаджа, умра тоже это рукн же ислама, да, вот, допустим, люди вылетели на хадж, значит, они совершают хадж, и тут после хаджа сразу, например, у женщин начинаются критические дни. Они не могут вступать в умра, пока, например, эти дни не закончатся. А самолет уже обратно вылетает. Пока, например, женщина не очищается, если самолет обратно вылетает, что ей, получается, надо делать? Поэтому женщины свой цикл, значит, порядок, они знают, и поэтому они заранее же определяются приблизительно, как, что им быть тоже. И вот, начиная при вступлении хаджа, там же определяются, в каком варианте им хадж делать тоже. Здесь я хотелось бы сказать, что в наше время, конечно, есть много препаратов, которые задерживают, например, вот этот процесс критических дней и так далее. Такие моменты тоже, конечно, есть. Но что получается? На каждого человека физиологически люди устроены по-разному, и на каждого человека воздействие оказывает эти таблетки тоже по-разному. Бывает, что некоторые женщины, у них настолько нарушается этот график, что чуть ли хадж у них не пропадает. Вот до такого момента тоже они доходят. Поэтому что мы говорим? Теми возможностями, которые Аллах Та'ала нам дал, а Аллах Та'ала нам эти возможности дал, вот по этим возможностям нужно определиться, если человек будет знать вариант. Али хаджа, вот очевидно, чем отличается, допустим, первый вариант совершения хаджа от второго. То есть первый есть определенная нагрузка в том плане, что человек пребывает все время в ихраме. Да. То есть и на него возлагаются запреты. Но он освобожден от штрафа. В другой ситуации человек выплачивает штраф. А вот третий вариант, он здесь в чем его особенность? Вот это как раз таки вот этот пример, который я привел насчет женщин, именно вот к этому и относится. То есть человек, который умра вначале сделал, потом хадж сделал, это тоже понятно, конечно. Допустим, человек остался в Медине,
прийти до того, или поздно приехал к Медине. У него нет возможности, начались хаджевские дни, у него нет возможности в начале умра делать у человека. Да, вот человек, который едет наземным транспортом, или самолет вылетел поздно, значит, приезжает туда, он не может вступить в умра. Если мог бы вступить, он умру сделал бы, потом хадж сделал бы и отдал бы штраф. Правильно же? А тут он был обязан вступать в хадж. А он знает, например, человек предполагает, что к завершению хаджа например, у этой женщины, например, начинается вот такой цикл. Или же, например, мужчина, пускай это будет, у него не начнется это, но ему надо вылететь обратно там, на самолете, там у него грандиозные дела его ждут, например. Да, вот он хадж совершает, быстро на второй день вылетает. В этом случае, например, он же должен... Умра тоже он обязан в жизни один раз. Ему нужно вылететь обратно туда, чтобы совершить умра тоже. Чтобы этого не делать, чтобы один год вот это хадж умра завершит, значит он там же киран делает, объединяет и сразу освобождается от этого. Ну, воздаяние при этом, в общем-то, человек здесь ничего не теряет, получается. Да? Все-таки, если о воздаянии говорит, как раз таки идет по очереди. Самый лучший вариант это ифрат. Самый лучший вариант ифрат. Потом идет таматту. Вот сперва умра, потом хадж. Потом киран. По очереди третий. По достоинству идет киран. Но если человек в один год ифрат не делает, то есть человек, например, сделал намерение на хадж, значит, нет уж такого, что в этот год же он обязан умра тоже делать. Такого нет. Он имеет любой год делать тоже. Уехать, приехать. Если у человека деньги есть, он как хочет, может делать. И вот в этом случае, чем говорит умра откладывать на следующий год, чем это дороже киран человеку делать. То есть в один хадж умра вести тоже. И там наоборот еще добавок, он жертву тоже приносит. Барашку, что приносит пользу немалым беднякам, бедным людям. Поэтому вот в это время, вот на этом момент тоже, конечно, чуть-чуть уделить внимание необходимо. Дальше. Может получиться так, что если человек сделает намерение на умра, вот в месяце хаджа, после шаввал месяца, значит, но не вступил в обход вокруг Каабы. Его тоже, например, намерение засчитывается, и он тоже может, даже после намерения на умра, он туда включить может хадж, и это тоже может стать кираном тоже. Но наши, наверное, телезрители поняли, что кроме ифрада, за то, что он сделал намерение на таматту и на киран, значит, эти люди подвергаются штрафу, это одна барашка. Значит, вот это мы должны. Люди, из-за того, что, например, там им $100 жалко, что ли, сказать. Может быть, некоторых людей, например, у некоторых людей не бывает и возможности тоже на самом деле эти деньги отдавать, поскольку человек предохраняется там, держа у себя в кармане кое-какую сумму, чтобы возвращаться обратно тоже. Значит, и люди вот думают, как вы там лучше ифрат сделаю, как положено хадж будут делать и так далее, и держатся вот несколько дней в ихраме. А это, представьте себе, человек, например, человеку 10 дней буквально, бывает, что наши дагестанцы 10 дней, целую неделю приходится в этом одевании ждать. Даже во время периода хаджа это тяжело бывает. Тяжелое мы перенесем. В этом, например, мы не трусливые люди, в конце концов, чтобы, например, было тяжело это ихрам таскать. Просто мы же не привыкли к этим вещам, у некоторых людей начинается аллергия. Да, потный ихрам постоянно там протирается где-то, начинается на самом деле натуральная аллергия. Некоторые люди, например, там, у них, например, вырастают волосы, борода, усы, и тут, например, они голодать тоже не хотят. Они там начинают баловаться мясом, чем-то, касается, например, этих волос, маслом, жиром, подвергаются штрафам. В итоге вот эти штрафы, которые накапливаются, у них становится намного больше, чем тот штраф, который он дает. Поэтому он дает за тот вариант. Поэтому мы и говорим тоже, и человеку вот это неудобство, любое неудобство, мы не такие уж с иманом сильные люди, чтобы эти неудобства нас не отвлекало от Аллаха и так далее. Поэтому эти неудобства и отвлекают на самом деле тоже. Ну, в данном случае можно дать, наверное, телезрителям практический совет. Вступив уже в хадж, не стоит злоупотреблять тем, что может этот хадж испортить. Лучше злоупотреблять замзамом, который дает и утоление жажды, и насыщение. Да.
И осталось у нас Джава Хаджи этот четвертый вариант. Это когда он не делает, например, намерение ни на хадж и на умра, он просто, например, вступает в паломничество, не определяя малый, большой, просто вступает в паломничество. Он говорит ахрамту, значит, я вступил в паломничество. А что это и так далее, он не определяет. Значит, на этого человека нужно посмотреть, который так намерение сделал. Если он во время периода хаджа, скажем так, после шавал месяца, мы же говорили, что уже оттуда уже можно намерение на хадж. Если он там в этот период сделал намерение, ему, конечно, можно уточнять это намерение позже, пока не вступил, например, в какие-то действия. Он захочет, повернет в сторону хаджа большого, завернет в сторону малого хаджа, любой. А если он сделал в другое время, где ему хаджи нельзя делать, это уже у него автоматически получается умра тоже. Поэтому в таком виде этот вариант тоже есть, где он не указывает на что-то, а в общем говорит, а потом уже сам решит, куда это делать тоже. И такой, здесь интересный момент тоже есть. Пусть люди знают, бывали такие случаи у наших дагестанцев, они выехали в хадж, состоятельные люди на своем личном самолете вылетели в хадж, значит, там, видимо, они с другими друзьями где-то в другом государстве договаривались, совершив хадж, не совершив умра, вылетели оттуда. Вот это очень нежелательно, это большой карат. То есть нехорошо, не совершив умра, оттуда уходить. В конце до концов, те люди, которые не думают оставаться, например, после хаджа там, а это после хаджа умра дело тоже очень сложно бывает. Почему? Потому что все люди, все паломники начинают умра делать в это время. И этот, например, са'ю, где, например, между холмами Сафа и Марва люди ходят вокруг Кааби, очень большая давка бывает. Добавок к этому, значит, саудовская сторона начали намного больше принимать людей, чем раньше. То есть они стараются расширять эти места, и если они 2 миллиона человек только принимали, около 5 миллионов они уже принимают. Это, конечно, 2 раза. Более 200% они уже людей больше набирают. Поэтому в этом варианте тоже там чуть-чуть, если люди раньше выехали, тогда она удобнее и легче удается тоже. А вот тот вариант, о котором вы говорили, четвертый вариант, когда человек делает неопределенное намерение, он сопряжен со штрафами или с чем-либо еще, с какими-нибудь другими моментами? Вот уже ему, конечно, надо посмотреть. И он именно этот вариант нет. Почему? Потому что в этом варианте он практически ничего не делает, получается. Вот когда он определится к чему, или у него киран получится, или у него таматту получится, или у него ифрад получится. Вот из этих 3 вариантов предыдущих, что подвергается, вот этому он не подвергнется, когда будет подвергаться, если он, например, такое намерение сделает. Допустим, он с первого решил делать умра, значит, тогда подвергается. А если с первого решил он делать хадж, тогда он не подвергается. Но все же ему, при том, что он не делает определенное намерение на вид хаджа, он должен сделать в намерении указать, за кого он этот хадж совершает. Конечно, правильно? Обязательно. Конечно. То есть здесь он уже определиться должен до физических действий, да. До первого физического действия, например, да, а первое это везде, это таваф. Любой человек, который входит в Мекку, он же таваф начинает. Вот до этого он должен определиться, какой таваф он делает. Таваф умры или таваф хаджа. Или все-таки оба там и так далее. Значит, киран, что ли там. Вот эти варианты должен определить. И один момент, значит, тот человек, который киран сделал, или же таматту сделал, как мы уже говорили, он обязан отдавать за это штраф тоже. Это 1 годовалая барашка. То есть, если наши паломники, например, паломникам сказать, например, ту жертву, которую мы приносим, она должна быть достойным для того, чтобы ее приносили в жертву в день Курбан Байрама. Вот такой, уже тут понятно, конечно. Это если, например, это говорит о козах, значит, получается 2-годовалый. Если говорит о барашках, это год, например, вот так. Или же он может, например, быть один из 7 людей, которые приносят жертву верблюда, или же крупнорогатого скота. Значит, если у этого человека нет денег на самом деле, нет возможности,
только это, он не имеет права выбирать между ними. Если только нет возможности, тогда он будет держать там в хаджи 3 дня уразы, потом, когда домой приедет, дома будет держать уже 7 дней тоже. Вот это штраф за это.